В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Залина Хамхоева. Здравствуйте. В ходе парламентских слушаний в Госдуме 23 мая состоялся второй раунд публичного обсуждения готовящейся корректировки налоговой системы. Будет предложен вычет по НДФЛ. Такие поручения давал президент. Часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет оформлен с использованием механизмов оказания социальной поддержки из средств федерального бюджета. Такой кэшбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться. Ключевые заявления главы Минфина Антона Силуанова в ходе парламентских слушаний сводятся к следующему. Семьям с 2 и более детьми предложат налоговый кэшбэк. Минфин выступает за разумную прогрессию по налогу на доход физических лиц, которая не коснется подавляющего большинства россиян, сказал Силуанов. При этом гражданам с 2 и более детьми, имеющим невысокие доходы, предложат налоговый вычет. Что подразумевается под невысокими доходами, власти пока не разъясняют. Ближайшая существующая аналогия – семьи со среднедушевым доходом менее 1 регионального прожиточного минимума на человека, которые получают единое пособие на детей. Налоговый режим для самозанятых в России сохранится на прежних уровнях до 2028 года, согласно плану, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин спросил министра о потенциальных изменениях в режиме. Силуанов ответил, что до 2028 года условия режима изменяться не будут. Для самозанятых от 4 до 6%, в отличие от ИП. Самозанятым не нужно подавать налоговые декларации и вести отчетность. В России к концу 2023 года совокупный доход самозанятых составил 3,2 триллиона рублей. Сырье для производства бактериальных заквасок продолжает бесперебойно поступать в Россию. Нехватка кисломолочной продукции исключена. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза России. В ведомстве добавили, что у молочных предприятий сформирован достаточный запас необходимого сырья для производства. Кроме того, Минсельхоз стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски. В министерстве напомнили, что в России реализуются 2 инвестиционных проекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях. Их строительство планируется завершить в 2025 году. Люди и компании по всему миру перестают использовать наличные. Их вытесняют безналичные формы расчета. Когда все меньше людей пользуются наличными, бизнес задумывается о том, чтобы оплатить покупку можно было одним касанием смартфона. Далее в интервью мы расскажем, что такое эквайринг и как он работает. Генеральный спонсор программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса. Покупки товаров без участия наличных денег сегодня уже не относятся к ультрасовременным способам расчетов, которые применяются только на новейших технологических сервисах. Это стало необходимостью для компаний любых размеров, от уровней небольших магазинчиков до торговых магнатов, интернет-магазинов. В финансовой сфере безналичная система платежей между продавцом и покупателем называется эквайрингом. Через нее клиент оплачивает товар или услугу с помощью своей карты в торговой точке. Эквайринг – что это такое? Простыми словами, каких видов он бывает, как устроен процесс оплаты. На эти и другие популярные вопросы ответят эксперты в нашей студии. Юсуп Погоров, председатель Ингушского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», и Магомед Ганижев, заместитель руководителя Ингушского отделения номер 8633 ПАО «Сбербанк». Давайте начнем с того, Магомед, что такое эквайринг? И сколько за него сегодня нужно платить? Эквайринг – это платежная система, которая позволяет торговым предприятиям принимать оплату безналичным способом. У нас действует несколько вариантов безналичной оплаты, то есть дебетовая карта, кредитная карта, а также можно оплатить QR-кодом. И Сбер с сентября 2023 года ввел биометрические терминалы, это новый вид терминалов, когда можно оплатить, используя биометрические данные клиентов. В зависимости от того, как и где рассчитывается покупатель, можно выделить несколько видов эквайринга. Какие именно, Магомед? Ну, есть несколько видов эквайринга, на самом деле. Это у нас есть интернет-эквайринг, есть эквайринг переносной, стационарный. В зависимости от вида деятельности мы его можем предложить предпринимателю тот, который его интересует.
целом нужно отметить, да, что сегодня развитие эквайринга связано и с ростом онлайн, да, продаж, и онлайн-торговли, а также с увеличением расчетов банковскими картами при офлайн-продажах. В России доля торгового эквайринга составляет около 60%, да, и 40% выходит на долю интернет-эквайринга. Можно ли сказать, что интернет-эквайринг активно отвоевывает долю у торгового? Да, и получается за счет роста онлайн-торговли? Да, однозначно это так. Действительно, у нас есть статистика. В последнее время все предприятия, которые открывают наши счета, 60% из них это именно те люди, которые пользуются интернет-эквайрингом. На самом деле мы развиваемся в этом направлении тоже, и для наших предпринимателей у нас есть специальные предложения и в этом направлении. Магомед, в чем заключается процесс подключения к системе торгового эквайринга и куда идут деньги? На самом деле есть два способа подключиться к торговому эквайрингу. Если это предприниматели, вновь открывающие счета, то, соответственно, они должны обратиться в наш офис. Мы им там все поможем, подскажем и откроем. Те люди, которые уже являются нашими клиентами, им легче, они могут подать заявку в Сбербанк Бизнес онлайн. Денежные средства с торгового эквайринга поступают на счет предпринимателя. Юсуф Салманович, чем отличается та же самая система быстрых платежей от эквайринга? Ну, система быстрых платежей – это сервис, который был выпущен Центральным банком Российской Федерации и который позволяет мгновенно проводить переводы между картами по номеру телефона. Также с использованием системы быстрых платежей можно проводить оплату за товары и услуги по QR-коду, который формируется на стороне продавца. К этой системе подключено уже большое количество банков, и плюс к этому и сам процент переводов и тарифы они намного ниже. В то время как вот происходит механизм оплаты по QR-кодам, если мы проходим в торговую точку, продавец формирует на онлайн-кассе либо с использованием приложения СБП QR-код, мы его сканируем, покупатели, и оплата автоматически проходит на счет продавца. Эквайринг же, там система аналогичная, но продавец формирует онлайн безналичный счет, да, на оплату чек и автоматически набирает сумму, но на эквайринговом терминале. Либо же, если эквайринг встроен в кассу, это происходит одновременно. Мы прикладываем свою карту и проводим оплату. Деньги автоматически зачисляются на счет продавца. А вот расскажите нам о методах обработки платежей в торговом эквайринге. Но если говорить о технических возможностях, да, как происходит технически все это таким образом, что мы с вами, приходя в торговую точку, прикладываем эквайринг, то есть к эквайрингу прикладываем свою карту. Данные о карте получает продавец посредством эквайра банка, то есть банк-эквайр – тот банк, от которого установлен сегодня терминал, который производит обработку и прием платежей. Получив такие данные, банк-эквайр направляет запрос банку-эмитенту, то есть банк-эмитент – тот банк, в котором у покупателя открыт счет. И если запрос подтвержден, все есть, непосредственно денежные средства есть на карте, банк-эмитент блокирует сумму, и после того, как продавец подтвердит продажу, соответственно, деньги списываются, к нам приходит сообщение о списании денежных средств, а деньги зачисляются на счет продавца. Магомед, какие виды комиссий могут изыматься при использовании торгового эквайринга? На самом деле Сбер применяет динамический прайсинг при тарификации по эквайрингу, но это значит, я своими словами скажу, чем выше оборот у торгового предприятия, тем ниже процентная ставка. Тем самым мы стимулируем к безналичной оплате. Но дополнительно у Сбербанка есть отраслевые предложения по эквайрингу для конкретной категории предпринимателей. Например, фастфуд мы предлагаем менее 1%, для категории супермаркеты 1,3% и для категории одежды, обуви, аксессуары 1,8%. То есть это достаточно конкурентоспособные ставки. Вот такие отраслевые предложения у нас действуют, но они ограничены во времени. Насколько ограничены? Ну, я думаю, до конца года предприниматели еще успеют воспользоваться этими. Генеральный спонсор программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса. Какие основные преимущества сегодня можно выделить от использования торгового эквайринга для бизнеса? Ну, мы, предприниматели, всегда должны развиваться в ногу со временем, да? А основной упор предприниматель всегда должен делать на сервис. Сервис всевозможных дополнительных услуг для наших потенциальных клиентов.
А если установка эквайринга – это в первую очередь сервис, который предоставляет предприниматель для возможной оплаты, всевозможные оплаты, да, от покупателей. А для покупателей это, конечно, преимущество дополнительное в том плане, что покупателю не нужно приходить с суммой денег наличкой, да, проверять сдачи, рассчитываться на кассе. То есть ему достаточно прийти и оплатить все свои товары, услуги посредством своей платежной карты. Как мы с вами знаем, в последнее время и динамика показывает, постоянно растущая, то большинство покупателей больше отдают предпочтение тем торговым точкам, в которых есть такие торговые эквайринги, учитывая из тех преимуществ, о которых я говорил. А второе, безусловно, преимущество – это безопасность. Да? То есть безопасность, в первую очередь, мы работаем наличными денежными средствами, то есть кражи и прочие нюансы. Удобство на кассе. Кассир, который сидит на кассе, он, конечно же, это человек, он может ошибиться, либо же это просто какой-то уровень там, мошенничества, и можно просто увести деньги с кассы. И используя платежные терминалы, да, мы, конечно, снижаем такие уровни риска и как потери для потенциального предпринимателя. Ну и вот если говорить о всех преимуществах сегодня, то основное для меня, я считаю, что это удобство для клиентов и сервис, который предоставляет предприниматель, тем самым привлекая больше клиентов в свою торговую точку. Вот о преимуществах, плюсах мы только что ответили, а что касательно минусов? Ну, если говорить о минусах, минусы – это такое вот понятие, которое я бы разделил на понятие мифы, убеждения и реальность. Основные сегодня убеждения – наши предприниматели, которые бизнес не должен бояться, да, торгового эквайринга? Да, которые отказываются устанавливать такие эквайринг-терминалы, это то, что комиссия, у них забирает комиссию за использование таких средств. То есть сегодня в среднем понимании есть, что комиссия составляет около 2%. Хотя, как сказал Магомед, есть отраслевые, да, предложения, где комиссия бывает менее 1%, особенно для торговой сети 1,3, 1,8, где торгуют непосредственно одеждой, да. Ну и если предприниматель должен всегда делать расчеты. Вот, предположим, сегодня предприниматель, не использующий торговый терминал, торгует в среднем на 1 000 000 рублей. Да? Нет никаких расходов, устанавливает торговый эквайринг, пускай там будет 1,3, да, торговой сети непосредственно продуктами питания. Как мы знаем, установка такого эквайринга однозначно ведет к увеличению валовой выручки от продаж. Потому что, как я говорил, это преимущество, которое предприниматель, не предприниматель, а покупатель, я в целом как предприниматель, как покупатель сам, хожу именно в те торговые точки, где есть эквайринг. То есть, если он торговал на 1 000 000, а сейчас торгует уже посредством эквайринга, увеличилась валовая выручка, торгует на 1,5 миллиона, то, естественно, расходы у него будут при 1,3 эквайринга порядка 19,5 тысяч, но от 500 тысяч при текущей рентабельности средней в торговле где-то 20%, он получит плюс порядка 80 тысяч рублей денег. Существенно. Существенное преимущество, да. И тут нельзя думать только лишь о тех расходах, которые мы несем. Нужно думать о том, что посредством этого терминала увеличится количество твоих покупателей. А второе убеждение, которое не соответствует действительности у предпринимателей, то, что, используя торговые терминалы, естественно, это будет отражаться на расчетном счете предпринимателя, будет дополнительная сумма налога. То есть увеличится дополнительная сумма налога. Тоже не соответствует действительности. Большинство предпринимателей сегодня, да, в розничной сети используют патентную систему налогообложения. А в патентной системе налогообложения ваша выручка не превышает 60 миллионов рублей, да, и Аллах это кажем, мы такую выручку как минимум, она не будет влиять на налогооблагаемую базу. То есть при патентной системе налогообложения сумма, которая уплачена за патент, никак не будет увеличена до суммы, пока у предпринимателя не будет увеличен в лимит более 60 миллионов. То есть налог дополнительно не надо платить. Причем в зависимости отличия от других регионов, у нас в Республике Ингушетия патентную систему налогообложения можно применять в торговых сетях, где площадь не превышает 150 квадратных метров, тогда как в других регионах этот лимит ограничен 50 квадратными метрами. Ну и, как вы знаете, все наши предприниматели, у нас сегодня применяется упрощенная система налогообложения, да, в размере 2%. Ну и учитывая, что у вас валовая выручка будет повышаться, я думаю, это не такая большая нагрузка для наших предпринимателей. Следующее убеждение, которое хотел бы опровергнуть, да, при использовании эквайринг-терминала, это то, что деньги поступают на расчетный счет, а их потом тяжело снять.
В кредитных учреждениях есть специальные тарифы, за которые мы можем платить и, естественно, снимать наличные денежные средства на расчеты с своими контрагентами, для расчета с контрагентами, при этом не платя за это комиссию. Там есть тариф, допустим, к примеру, около 5000 рублей, да, и мы можем спокойно снимать эти суммы в достаточных размерах, там, в пределах до 2 миллионов. То есть это еще и при этом не попадать в поле зрения 115 федерального закона о контроле вот этих наличных денежных средств. Юсуф Салманович, сегодня любая платежная операция подвержена, да, мошенническому воздействию. Как вот в торговом эквайринге защищают от мошенников? То преимущество, которое я озвучил, да, если мошенники могут рассчитаться с нами поддельными купюрами, если не установлены какие-то оборудования, которые их будут выявлять, то в платежных терминалах эта система не может, мошенники не могут никак вас обмануть, эта система 100% защищена и гарантирована кредитными учреждениями. Каковы требования к оборудованию для использования торгового эквайринга? Еще одно убеждение, что, используя эквайринг-терминал, нужно обязательно устанавливать контрольно-кассовую технику. Да, контрольно-кассовую технику не надо устанавливать. Это требование закона, 54 федерального закона. Но при этом те чеки, которые выбивают безналичные чеки, об оплате безналичным расчетом с использованием платежных карт, они и так отражаются у тебя на расчетном счете. То есть кассовый аппарат, да, есть, но он не дублирует твою налогооблагаемую базу. Ты оплатил на эквайринг и также провел его в онлайн-кассе. Соответственно, дублирования нет, налог и так будет один, то есть дублирования дополнительного не будет. Онлайн-касса нужна. Новичку какая информация необходима для того, чтобы перейти на работу с торговым эквайрингом? Ну, в первую очередь надо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица, открыть счет в банке, получить доступ к бизнес-онлайну, либо непосредственно обратившись к сотрудникам Сбербанка, вот представитель своей Магомед, и установить у себя эквайринг-терминал. Магомед, а как работают биометрические терминалы? Биометрический терминал – это способ оплаты, мы называем ее улыбкой. Человек может просто подойти, улыбнуться, и оплата придет автоматически. Ну, это удобно, быстро и безопасно, потому что биометрические данные, они уникальные. Но для того, чтобы биометрические данные считались, необходимо предоставить эти биометрические данные в наш офис. То есть они должны быть привязаны к вашему счету. С сентября месяца мы их активно внедряем. И практически на уровне 30-40% из всех парка терминалов, которые у нас есть, мы уже заменили на биометрические данные. Эта работа продолжается. Мы ее идем на ежемесячной основе. В налоговом кодексе уже есть такое понятие, как цифровой рубль. Вот что это такое? Да, с 2024 года в налоговом кодексе отражено понятие цифрового рубля, оператора цифрового рубля, то есть кредитного учреждения, которое будет открывать счета как для физических лиц, так и юридических лиц, блокировки таких счетов. И, соответственно, с 2025 года это все вступит в силу. Что такое цифровой рубль? Это те же самые с нами понимания, если взять наши карты, да, которые мы оплачиваем, только деньги с этой карты уже нельзя будет снять. То есть это цифровой рубль, он будет только в цифрах. Мы не сможем с вами пользоваться им. А в планах пилотных проектов уже в этом году переход на уплату социальных выплат, заработной платы, госконтрактов именно в цифровых рублях. Естественно, если мы с вами не сможем сегодня пользоваться наличными денежными средствами, актуальность эквайринг-терминалов в торговой сети она возрастет уже в разы. Я напомню, что сегодня в гостях были Юсуф Погоров, председатель Ингушского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», и Магомед Ганижев, заместитель руководителя Ингушского отделения номер 8633 ПАО «Сбербанк». Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Адик Халшин, Мяш Дахутшу.